Қанша деп атады? Пусть подожди. Алло. Привет. Да, на работе. А, хорошо. Поняла. Как хорошо! Как хорошо! Какое совпадение! Нашелся к шарику горшок! А вот как день рождения! И я такой же. Да. Я же тебе сказал, что верну твои деньги. Знаю, что неделя прошла. Слушай, чё ты на меня орёшь, эй? Отдам твои поганые деньги, понял? Придурок. А как у тебя на работе дела? А, все хорошо, как обычно. А как твоя мама? Маме, говорят, нужна операция. А что, других способов нет вылечить? Других вариантов нет, поскольку в любой момент болезнь может прогрессировать. А на такую операцию нужна большая сумма денег. Я даже не знаю, где я их буду искать. Время покажет. Что-нибудь придумаем. Вам письмо. Это что? Там написано ваше имя. Рахмат. Это передали вам. В смысле? От кого? А знаете, он уже ушел. Спасибо. А что это? Письмо. На, это тебе. Что это? С работы, наверное. А кто это Слушай был? какой-то. А? Надеюсь, не опоздал? Я вас всех приветствую. Позвольте представиться. Меня зовут Канат Керимбаев. Я адвокат господина Теңізбаева Акболты Теңізбаевича. Неделю назад он скончался от сердечного приступа. Вы знакомы друг с другом? Примерно догадываюсь. Тогда позвольте мне представить каждого из вас. Шамыров Болот Кельсебекович. Родился в городе Аше 4 июля 1964 года. Женат, успешный бизнесмен, имеет свою компанию. Биологический сын покойного Акболты Теңізбаевича. Акматова Айнур Бердиевна. Родилась в городе Нарын 9 октября 1972 года. Замужем. Дизайнер-модельер. Биологическая дочь покойного Акболты Теңізбаевича. Чинтамиров Алтын. Извините.
Все, пожалуйста. Чинтемиров Алтын Сагамбаевич. Родился в Таласе 15 июня в 1976 году. Женат. В данное время живет один. Юрист. Имеет свою адвокатскую контору. Биологический сын покойного Ахбалты Теңізбаевича. Абдулдаева Диана Юсуповна. Родилась в Джалабаде 28 июня 1982 года. Замужем. По профессии врач-анестезиолог. Биологическая дочь покойного Ахбалты Теңізбаевича. Ашимов Акыл Темирланович. Родился в городе Бишкек 15 июля 1983 года. Не женат. Работает в одном из крупных банков. Биологический сын покойного Извините. Сейчас. Пожалуйста. И Миронова Алина Александровна. Родилась в Чолпонате 9 октября 1987 году. Не замужем. По профессии архитектор. Тоже биологическая дочь покойного Ахбалты Теңізбаевича. Извините. Извините. Да. Меня не волнует, кто они такие. Мне больше интересует то, что он мне оставил. Ей, шашпай тұрсаң, айтып бітсін. Кел албай жатып, мені киім бер деп жаман үйренгенсің ғой. Ты обо мне говоришь? Ты, во-первых, не знаешь обо мне ничего. Так что свое мнение оставь при себе. Біріншіден, сен емес сіз. Мен сенің Майкелер, ұлыңмын. успокойтесь, пожалуйста. Я еще не закончил. Извините, можете продолжать. Тогда слушайте внимательно. По поручению Ахбалты Теңізбаевича в этом доме было спрятано завещание. Эти письма вашего отца. Можете не сомневаться. Эти письма имеют одинаковое содержание. Как вы поняли, это письмо – загадка. Если кто-нибудь из вас первым разгадает ее и найдет завещание, тот и станет обладателем наследства. Кандайча? Эмне сөз түрдө эле бир адам табыш керек пе? А балким баарыбыз тең чогуу таап калсак кандай болот? Подождите. Вы что, смеетесь или проверяете нас? Я делаю то, что поручил мне ваш отец. Как вы будете искать, вместе или вдвоем, это вам решать. Но самое главное, его нужно найти за 24 часа. Если вы не найдете в течение суток это завещание, то оно автоматически перейдет в благотворительный фонд. Значит, как я поняла, кто первый находит завещание, тот становится единственным наследником. А если все вместе разгадаем письма и найдем завещание, тогда все становятся наследниками? Возможно, но в течение суток вам нельзя будет покидать дом. Если кто-нибудь из вас покинет дом, то также завещание будет автоматически переведено в благотворительный фонд. Прочитайте внимательно это соглашение и подпишитесь. Хорошо. Теперь прошу вас отдать мне ваши сотовые телефоны. А зачем вы забираете наши телефоны? Надо было внимательно читать, прежде чем подписывать. А можно я сделаю один звонок? Сейчас. Хорошо. Алло, мам. Я сегодня не приду домой. Угу. Позвоню, да. Пожалуйста.
И теперь самое последнее. Когда найдете завещание, возле двери есть кнопка. Нажмите на нее. Если по какой-то случайности, не найдя завещание, вы нажмете на кнопку, то завещание перейдет в благотворительный фонд. Вопросы какие-нибудь будут? Извините. У меня вопрос. Слушаю. Вы не уточнили, что оговаривается в завещании? Этого вам сказать не могу, так как это является тайной завещания. Если нет вопросов, в таком случае время пошло. Удачи всем вам. кечиресиз. А үйдүн эшигин бекитип кетесизби? Жоқ, ал нерсе келишмеде көрсөтүлгөн эмес. Эгерде кааласаңар жаап кетем. Закройте на всякий случай. Снаружи. Чоң окуу жайда окуп жүргөнүмдө эстеп жүрүш үчүн бир буюм калтыргам. Менде бир сунуш бар. Эмне сунуш? Ушул табышмактын жандырмагын чогуу биргеликте тапсак кандай болот? Эгерде ушу табышмактын жадырмагын таппасам, анда сенден жардам сурайм. Извините, а можно вас? Атың ким эле? Акыл. Акыл. Ты көңүл бурбайлы ғой. Он уже старый. Никогда не разгадает. Да, братишка. Деньги вещь полезная. Если их копили наши родители до нас. А не знаешь, сколько он нам денег оставил? А? А сколько этот дом будет стоить? Если продать? Ты же у нас банкир. $20 миллион. Че, баксов, что ли? Жок, сом. Ну, о баксах? 450. Приличная сумма. Оу. Эмне мынча ойлонуп? А? Табышмактын жандырмагын. Тут много ума не требуется. Чтобы найти ответ, сначала оторвать задницу со стула. Одним словом, надо осмотреть весь дом.
Вдруг какие-то детали подскажут. Ой. Странно. Что же это может быть? Ничего в голову не приходит. Мы тоже были студентами. Нам надо возвращаться. Возвращаться куда? Хотела сказать, вспомнить студенческие годы. Можно вопрос? Да, конечно. А как вы узнали, что он ваш отец? Мне моя мама рассказывала. Когда они познакомились, он работал в Джалалабаде. Тогда уже мама была в разводе. Влюбилась в него по уши, а он этим воспользовался. Мама так не говорила, я сама так подумала. А ты у кого узнала? А мне мама не говорит правды. Даже отрицает, что он мой отец. Тогда кто тебе рассказал? Мне папа рассказал. Папа? Нет, не он, тот, с которым сейчас живет моя мама. А он откуда узнал? А ему рассказала моя тетя. Знаете, вы не поверите в то, что я вам сейчас расскажу. Когда моя мама выходила за него, она уже была беременна. А мой отец, узнав, что она беременна от другого мужчины, самое интересное, он ее простил. Потому что мой папа очень сильно любит мою маму. И меня тоже, как родную дочь. Получается, наш миллионер-отец бросил мою маму и твою тоже? Вот гад. Так некрасиво. Конечно, он некрасиво поступил с нашими матерями. Я имела в виду некрасиво так говорить о покойном. Каким бы он ни был, все равно он наш отец. Дагы эле ойлонуп жүрөсүңбү? Не разгадал еще? О, оюңа эмне келип жатат? Чынын айтсам көп нерселер ойго түштү. Студент болгонунда кандай буюмдарды колдонгонмун? Анан да азыркыга чейин кайсыл буюмдарым сакталып калган. А я уже разгадал. И знаю, что это такое. Эгер жогун тапкан болсоңуз, эмне издеген жоксуз? Пока жду. Но это так, чисто профессиональная привычка. Мне просто интересно, кто из вас первым догадается и разгадает. Сен түшүнбөдүңбү? Эмнени? Это азарт! У нас тут игра.
Представь, что мы играем в карты. Отырсаң? Допустим, скажем, покер. Бұл емне болушы мүмкін? Емнені қалдырды екен? Мындай кылалы. Туура багытта ойлонуш үчүн биринчиден студенттик кезден калтырылган бир вещь эстеп жүрүш үчүн. Экинчиден, старик где учился? Ответ есть. Да, политех, строитель. Үчүнчүдөн, алтообуз кайсы профессиялардын ээсибиз? О, болот. Аграрный. Вообще-то он агроном. Андан кийин вторая у нас Айнура. Касси. Дизайнер. Но это я потом. Юрист. Андан кийин это у нас жанагы өзбечке окшогон ким эле? Диана. Диана. Медик. Ну а ты где учился у нас? Так, экономист, да. Вот. А та, которая русская наша... Алина. Алина, она архитектор. Так. Эмбекара. Кто из нас шестерых более близко по профессию к старику? Это получается у нас архитектор и дизайнер. Так что получается? Эта загадка для них, что ли, только? Нет, я так не думаю. Так не думаешь, все-таки есть какая-то ар бир профессияда колдоно турган бир вещь. Нет, барлык эле профессиялар колдоно турган какая-то вещь или инструмент. Я думаю, ты догадался. Он мог себе оставить ручку на память от кого-то? Или, не знаю, чтобы когда писал, вспоминал студенческие годы? Да, точно. Ведь ручка для студента – главный инструмент. Вы думаете, разгадка – это ручка? Возможно. Если подумать глубоко, ведь с помощью ручки люди правят миром. Одна подпись решает многое. Мир или война? Бардык кесиптерде колдоно турган буюм бул ручка. Биринчиден. Экинчиден карандаш. Үчүнчүдөн болсо дептер, күндөлүк болушу мүмкүн. Логично. Но старик не мог оставить сразу 3 вещи. Тебе надо определиться и выбрать одну из 3. Кайсыга токтолдуң? Менин оюмча ручка эле болуш керек. И почему это ручку выбрал? Себеби ручка эң эле универсалдуу буюм. Карандаш деле универсалдуу буюм. Бирок көп нерсени чечпейт. Космонавттарды эске албагам. Күндөлүктө аябай чоң мааниге, себеби басып өткөн күндөрдү жазып жүрөсүң. Атабыз басып өткөн күндөрүн бизге калтырбаса керек. Андай адамдар сырларын көрүнө кошо ала кетет го деп ойлойм. Все-таки выбрал ручку. Ай-яй-яй-яй-яй, братишка, я-то думал, что ты сообразительный. Айлана чөйрөңдү карачы. Разгадка перед твоими глазами. Ты видишь это?
но не замечаешь. М? Сүрөтүң қалай? О! Вы что, все разгадали? Не может быть. Сен не, өзіңді ең ақылдымын деп атасың ба? Мен антып айтқан жоқпын. Бұл дағы емнесі болып кетті екен. Бол. Бұл дағы бір тауышмақ. Диана, Алина. Ей, сен қайда? Мен hazır. Ей. Не бұл? Бұл сізге? Сізге Айнұр әже? Алина? Болот. Так. Диана. И что мне с этим делать? Да. Бұл жерде 16 төрт бұрыш сүрет бар. Доминоны тізіп келгенде 8 болады. Қандай? 8 шығады доминоны тізіп келгенде. 6 сандарды туурасынан, тигинен, Все кыйгачынан. поняла, Рахмат. Алина, ты поняла? Ну, в Пошли принципе, тогда. Да. Чё поняла? Эй! Бұл сіздікі. Так. Математику я никогда не любила. И вообще, как тут считать? Уф, не могу я больше, голова раскалывается. Я почти вижу, какие цифры надо ставить. Но
Но как? Не пойму. Эмне чачып атасың? Сиз мени туура эмес түшүнүп калдыңыз. Жок, мен чачкан жокмун. Эмне? Кое турсаңыз. Чачпасың Мени эмне? турсаңыз. Ишикти калып аттың берди. Да ушу комнатада сени көрөйүн. Могу шыйраңды сындырам. Ой, все нормально? Что случилось? Алтын байке, жакшы эле, жакшы эле. Как вам не стыдно? Вы ничего не нашли, уже деретесь. Жакшысың ба? Эч жериң сынбадыңбы? Эч жерим сынган жок. Жакшы эле. Мен атайлаган жокмун. Эмне эле талашып атасыңар? Эмне турасың? До свадьбы заживет. Буга тезердиң керек. Не, чиди отсыңар? Если нажмете, все. Фиг знает, кому попадут наши Буга деньги. бердиң керек. Ну и что? Нечего было толкать. Качты атам. Качпайм. Өзүңөр проблемаңарды өзүңөр чечкиле. Все, не подходите сюда. Жаш кылса сурап атам. А то что? Алтын байке, Болот байке. Ты куда? Постой! У тебя же кровь! Энеңди гана урайын. Ты что стоишь? Помоги мне быстрее! Он нарвался. Делайте же что-нибудь, они сейчас убьют друг друга. А ну-ка, посмотри на меня. Голова не кружится? Не тошнит? Эмне болуп кетти? Урушпай эле келишсеңер болбойбу? Же эмне сөз түрдө эле бирөөңдүн мурдун кышыйып экинчинин көзү чыгыш керекпи? Акыры адамсыңар го, бирөөңөр токтоп калбайсыңарбы? Жаш балада эмес бедер. Улуусу да эмес, кичүүсү токтоп калбайт. Же эмнен тарашып жатасыңар? Эмне болуп кетти? Сен айыңамышың бар, ия? Айтпайсыңарбы? Эмнени талашып урушуп жатасыңар? Да мен анын жабдырмагын таптым. А как вы собрали все эти цифры? Лучше ему не мешай.
Это очередная загадка, да? Что за загадка? Как мы ее разгадаем теперь? Этот рисунок что-то объясняет? Бұл жөн эле сүрөт эмес. Бұл бир нерсенин эмблемасы болушу мүмкүн. Мен бұл суретті ушул үйдөн көрдүм, бирок кайсыл бөлмөдөн экенин эстей албай жатам. Точно в этом доме видели? Да, точно. А чё сидим тогда? Давайте искать. А вы точно в этом доме видели? Может, ошиблись? А где я еще могла увидеть? Не просто так этот рисунок нарисован на домино. Значит, это зацепка к следующей загадке. Эже, жашылап эстеп көрүңүзчү, ушул үйдөн көрдүңүз беле? Ой, эстей албай жатпайынбы? Көз алдымда эле турат. Эмне өзүңөрдү кыйнайсыңар? Давайте расслабимся. Кто хочет вина? Мен ичпейм. Жок, байке, рахмат. Менин аллергиям бар. Спасибо, я не пью. Эже. Мен винону жаман көрөм. Коньяк болсо ичмекмин. Ага. Тамаша. Ну, а ты тоже не любишь? Ну, я обычно не пью, но сейчас бы не отказалась. Ну как, братишка, Жакшы как байке, голова? рахмат. Да. Эстедим. Эмнени эстедиңиз? Жанагы сүрөттөр гана. Кайсы сүрөттөр? Жанагы альбомдорчу. А, фотография отца? И, Я оба. сейчас. Келе берсең. Как мы этого не заметили? Эми эмне кылышыбыз керек бул сүрөттү, ия? Да-ка. А? Теперь только осталось найти этот А пиджак. эмнеге пиджак табышыбыз керек? Биринчи таплач. Алтын туура айтат. Бизде башка вариант жок. Чё сидим? Давайте, билем, темпе, мастер. искать.
Почему они пустые? Да. Ничего не написано, нет загадок. Странно. Они, походу, забыли написать. Или... Или это очередной прикол нашего папаши. Какой прикол? Как мы его теперь разгадаем? Точно. Тауышмакты жазганды унутуп коюшкан го. А вам не кажется, что наш покойный отец над нами прикалывается? В смысле прикалывается? А что, если он нам ничего не оставил? Или, скажем, просто проверяет? Эй, уялбайсыңбы? Кайсыл бетиң менен айтып жатасың ушу сөздөрдү? Жок дегенде арбагын сыйласаң боло. А я что-то не поняла. Как он может проверять нас, если его нет в живых? Сами подумайте. Он скончался неделю тому назад. Но в новостях или в газете не было никакой информации о том, что он умер от сердечного приступа. А ведь его вся страна знает. Знаем лишь только мы, что он умер. Кроме нас никто не знает. Почему? Да потому что еще жив и наблюдает за нами. Я не вижу здесь смысла. Ну, допустим, что он жив. Какой резон ему нас проверять вообще? Ты богатых людей не знаешь. Они что хотят, то и делают. Ай, ушул эле жетишпей турду эле да. Свеча барулду экен үйдө. Я где-то видела свечку. По-моему, на кухне. Ай, ушу свет назап өттү. Өзүбүздөн ток чыгып атып, өзүбүзгө жетпегени кандай? Что поделать? Жоқ дегенде ушунусуна рахмат. Мен бир жерден фонарик көрдүм беле. Что будем делать? Свет отключили. Загадку не разгадали. Я думаю, свет не скоро дадут. Давайте оставим все до завтра. Күйүп калар эми. Бүгүн уже свет жаңбайт. Лучше эс алайлы. Эртең менен ойлонобуз. Если собираетесь и дальше разгадывать, тогда удачи. А я пойду. А что думать-то? Мы даже не поняли суть загадки. Что с тобой? Ты что трясешься? Кого-то видела? Я видела Эмне? Эмне деп көйдүрүү да? отца видела. Отца видела. Я. Кто здесь? Кем? Кем? Кто здесь? Эй! 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 Ким? Кимсің? Братчика,
Это ты? Тұрыңыз үйде. Тұрыңыз. Да. Не болды сізге? Бұл жерде не тұрасыз? Врачка, ты... Все. Жүріңіз. Жүріңіз. Ей, қорқынға қош көрінет болып. Не болып кетті? Алинаның көзіне атауыз көрініп тұр. Ким көріні көзіне? Алина точно видела отца. Почему вы мне не верите? Я правда его видела. Қайдағы жұмыс айтып отырсың? Ты устала, у тебя глюки начались. Иди лучше отдохни. Вообще-то я тоже кого-то видел. Я не знаю кого, но это был человек. Ем сен баштап отырсың ба? Үйде бізден башқа ешкім жоқ. А? Көрдіңіз бе? Ей, ем сен кімді көріп қалдың? Қаттарыңарды қарасыңар. О, наконец-то. Я-то думала, что мы сегодня без света останемся. Қана, емені көрдің? Ешқандай жазу жоқ. Жазуны көріш үшін светті өшіріш керек. Анда светті өшіріп көрбейлі. Жоқ, қоя тұрсаңыз. Өшірбесеңіз деле бияқта көрініп атат. Как ты себя чувствуешь? Не очень. Қана? Мынакей. Тогда пойдем. Олуя табып, улукман аке дарысы, жазгы гүлдөй тепселип жатса талаада, жүрөк оору, өпкө оорунун соо үчүн өзүм ичпей ичирер элем адамга. Кимдіңдірлі? Хатыңға шүкір. Мен де оқығам. Танышыр болып жатады. А ну-ка, присядь. А ну-ка, посмотри на меня. Странно. У тебя зрачки расширились. Ты меня хорошо видишь? Не знаю, голова кружится. Как будто не вы говорите, а кто-то другой. У тебя шок. Давай ты полежи, я тебе чай принесу. Ложись. Чего пугаешься? Это же ты сам. Не рад себя видеть? Что со мной происходит? Подойди поближе и слушай внимательно. Хочешь стать единственным наследником? Да, хочу. Тогда возьми нож и убей всех. Тогда ты все получишь один. Все. Не могу, я не убийца.
воображение. Ты не убийца, ты дьявол, ты дьявол. Я дьявол? А ты кто? Ангел, что ли? Возьми нож и убей всех, или я прикончу тебя. Ты этого хочешь? Да? Возьми. Убей всех. Доброе утро. Ах, башка трещит, как будто всю ночь бухал. Где наше вчерашнее вино? О! Баш сейчас пособил будет. Уф. Лучше не пейте. А почему? Вчера вы с Алиной только вдвоем пили. Ну да? Да. Теперь я понимаю, что это за вино. Что это значит? А, Думаю, в составе вина есть что-то такое, которое вызывает галлюцинации. Кандача? Точно не знаю, но по вкусу, мне кажется, это мексиканский кактус. В жидком виде. В течение 2 часов после употребления может наблюдаться частичная потеря зрения. У вас не было такого? Ай, көзмемнел қараңғылап. Точно. Скорее всего, это пьет. Чего? Маленький кактус без колючек. С древних времен использовали для лечения различных заболеваний и укусов змей. И ты думаешь, наш отец держал это чисто в лечебных целях? А почему бы и нет? В медицине часто используется. Я так не думаю. Он пил это вино чисто так, покайфовать. С чего вы это так решили? Я не решил, я предполагаю. Вот ты, медик, вот ответь. Когда человеку очень-очень страшно, что с ним происходит? Начинает паниковать. Но когда человек сильно боится, у него выделяется адреналин. Да, адреналин. А насколько мне известно, наш отец не увлекался наркотой. А адреналин, ну, в какой-то степени тоже наркотик. Я с вами не согласна. Я не думаю, что он пил только ради адреналина. Мен ойымша, бұл виноны өз қол алдында іштеген адамдарын ішірген. Же душмандарына. Себебі адамның көзіне әрқандай нәрселер көрініп баштағанда, ойындағы нәрсесін барын айтып салады. Ну это уж слишком банально.
ошол адамга Тиш кое турсаңар. сыяктуу жакшылыкка мырт эмес, адам деген өзүм дейт тура бечара. Ал кулос. Что это с ним? Адамзат. Түшүндүм. Угарман, сиз Бул ыр саптары берүүсүн угуп жатасыз. Ал Окул Осмоновдун ырлары да. Аңызлаган музыкалык чыгармада. Эй! Таптыңызбы? Эмне бар экен? Стрелканын сүрөтү бар экен, башка эч нерсе жок. Эмне? Каттар жок бекен? Жок. Е. Эмне болду? Берчи. Ох, еще одна подсказка. Каякта турду эле? Ошондой турган. А? Айтматовдун жанында. Могу жерде болуш керек. Вот так. И если стрелка показывает вверх... Пусто. Как она стояла? Вот так? Ооба, ошондой турган. Может, вот так лежала? А? Тогда не знаю. Мындай турсаң? Что-то Алина не видно, где она? Она еще не проснулась. Спит. О! Доброе утро всем. Не утро, а день. Как выспалась? Кошмар, вы не поверите, мне приснился ужасный сон. А что вы смеетесь? Сагамес. Ой. А вы уже разгадали загадку? То есть поняли, почему письма пустые? Мы это уже давно поняли. Появилась еще другая загадка. Что за загадка? Мы книгу нашли со стрелочкой. Какая книга? Что за стрелка? Вон там лежит, посмотри. Саат канча болду я? 9'dan 42 өттү. Осталось 3 часа. Я боюсь, мы ничего не разгадаем за это Не время. будьте пессимистом. Я не пессимист, я реалист. Как вы думаете? Сколько еще осталось загадок? За 3 часа мы успеем разгадать все загадки? Мүмкүн бул акыркы табышмактыр. Көрдүңөр го? Эч кандай кат жок. Болгон стрелканын сүрөтү турат. Я лично сомневаюсь, что это последняя загадка. Подожди-ка. А почему эта полка выдвинута? А это ровная. Так. Если стрелка показывает вверх, значит, это не просто так. Дайте мне что-нибудь острое. Че, что-то нашла? Да, по-моему. Вот же. Острое. Острое. Ушунча издеп маңдайыбыздаган көрбөптүрбүз. А дальше я не знаю, что делать.
Нирецильгортин. Вы поняли, что это за слово? Диана, у вас в медицине есть термин под таким названием? Или болезнь? Точно не помню, у нас очень много терминов, болезней и препаратов. Не могу сказать точно. Алина, у вас? Акыл? Жоқ. Менің білешімше, біздің кесіпте андай сөз жоқ. Айнұр эже, мүмкін сіздерде бардыр? Ай жоқ. Бізде анда тілде сындыра тұрған сөздер жоқ. Менің профессиямда точно нет такого слова. Так что получается? Придется искать вслепую? Ведь эти ключи от чего-то же. Ну? Время, время! Ой. Байкемия, жүрегің соруй бұл. Уже 5 жыл болды. Қатыл ойлансам эле жүрегім ооруй баштайт. Я же вам говорил, что загадки не кончаются. Отгадаем эту загадку, еще будут новые загадки. Думаю, что он специально делает, чтобы ничего не нашли. И что вы предлагаете? Вот так вот просто так сдаться? Знаете что? Делайте, что хотите, а мне надоели эти детские игры. Мә, сен кесуіңе тиешелі екен. Жандырмақ тапқанға жардан бер, анна енен алсаң шоғыл. Мен бір уақытта сот процесінде бір бойымды жардам менен сотты жеңіп алғам. А не знаете, с кем он судился?
Эми көп сукташчу ар кандай компаниялар менен. Кимисимен качан ким билет? Сколько времени осталось? 1:40. Вещественное. Так. Вещественное. Вот так. Вещественные доказательства. Так, вещественные доказательства. Что это может быть? Думай, Алтын, думай. Вещественные доказательства. Думай, Алтын, думай. Да что это может быть? Что? А где телевизор? Ха-ха. Так, папа, что приготовил? Yes. И... Так. А? Папаша. Так, где звук, где? Ошону тоз менен алады жогум. Азырда жылкана атсам аргымак бурдан аралаш. Аргымак күлүкпеси жок, ошонун айдыбы күйрөсү жок. Бу караңгы түндөрдүн эмне деген күн болду деп ошондо чыккан экен курпап. Ошо чыкты көк жанган атаңдын күрсүндөгү. А о чем он поет? Все равно ничего не поймешь. Почему? Чтобы понять суть эпоса Манас, надо знать кыргызский язык. Саякбай каралайыкпы? Дал өзү. А Саякбайдын бул табышмакка кандай тиешеси бар? Сейчас выясним. Мүмкүн жадырма айтылган сөздөдүр. Мүмкүн. Балким бул илинип турган сүрөттө багыт же белги бардыр. Ну-ка. О. Это еще что за загадка? Похоже на какую-то игру. По-моему, нам надо составить слова. Табышмактар түгөнбөй турган болду го. Эми эмне деген сөздү табышыбыз керек?
Сколько у нас времени осталось? 1 саат 10 минут қалды. Думай. Думай, Алтын, думай. Ну-ка дай. Я думаю, что это... Я уверен, что это последняя загадка. Если разгадаем эту загадку, мы найдем непременно завещание. Вы же были уверены, что загадки не кончаются. Мало ли, что я говорил. Точно, я уверен на 100%, что наследство находится в этом сейфе. Только осталось чертов сейф открыть за полчаса. Уақытымыз аз қалды. Болмай тердер ашып қалшы, мен жетіп баратам. Егер де жарым сағат аспасақ, анда бүттік, прощай дейінге. Ну, не дышать Что? тяжело. Что случилось? Тебе Да плохо? нормально все. Эмне болду? Ачыл айтам. Тихо! Вдруг мы не успеем открыть Тихо. этот сейф? У нас Ты всего 20 минут успокойся. осталось. Акчаларды берсеңер. Эмне кыласың биздин акчаларды? Сенің ақшаңды ешкім сұрап жатқан жоқ. Жинағы табылған 1000 сом сұрап отыр. Ошентип айтпайсыңар бана. Ақылмын қарасам, мен төрілген жылым датасы тұрады. Что тут? Дата рождения. Чья? Моя. Ваша? Ой, точно, смотрите, и моя здесь тоже. Ручка барак бересиздер. Эмне болду? Бұл ақшаларда біздің Болду. төрілген жылысының даталары жазылып тұрады. Да? А? Так, точно, 15-16, 76. Вообще-то бывает 6-значные даты, да, и 8. Анан? А здесь 7, я не знаю. Ой, паниковать етпей, жөн туруп турчу мен. Да я лишний болуп атпайбы? Жок, кое турсаңар. Биздин туулган жылдарыбыздын акыркы сандарын, анан 7-чи болуп жазылган сандарды бириктирсек, Ну, мүмкүн ушул сейиттин ачкычыдыр. канча убактыбыз бар? 14 минут ауыз. Давай, братчика, попробуй. Все-таки ты в банке работаешь. Ну, давай.
Ага. Осталось 2 попытки. При неправильном наборе кода сейф автоматически заблокируется на 168 часов. Ё-моё, что это такое? Ты что, получается, сейф заблокируется на целую неделю, что ли? Наоборот, наберет етіп көрші. Жоқ, қоя тұрсаң. Дағы бір жол ойлан өлі. Тура емес набор қылсақ, сейф таптақыр ашылбайды. Точно. Себебі бізде дағы 5 минут бар. Лучше жақсылап ойлан өлі. Да. А если это не цифры кода сейфа, тогда... Нет, это Что точно же? Мне код. глазами. Но мы что-то пропустили. Ақыл, қарасаң ол цифраларды? Что-то не складывается. Біріншіден Болот Байкенің дата рождениесі жазылыш керек. А бұл жерде екіншіде Алтын Байкенікі жазылып тұрады. Так. Значит, через написано. Так получается, если складывать по возрасту, конечные цифры меняются. Тура айтасыз. Тура айтасыз. Ты точно уверен, да? Ты точно уверен? Алтын байке, эмне кыл дейсиз? Убактыбыз аз калды, эмне кылалы? Давай. Осталась 1 цифра. Да ё-моё, можешь просто открыться, Тоқта, паниковать етпей тұрайлы. Бізде дағы 5 минут уақыт бар. Бір цифрада ошон ғой, чемети 12. Жоқ еме, ошол бүрөөнү тура эмес набор кылсаганда бүттү, бир жумага жабылат да. Сейф открыт. Хоть мы успели. 3 минут бар. Открывай, братишка. Что за хрень? Это флешка. Да я вижу, что это флешка. Мүмкүн завещание ушу флешкададыр. Что? Завещание флешки? Силер каяктан көрдүңөр завещание флешкада сакталганын? Чтобы получить наследство, завещание должно быть в письменном виде, чтобы подписаться. Все-таки я был прав. Насчет чего? Что он нам ни хрена не оставил. Алтын байке. Атамыз флешканы жөндөн сейфке катпаса керек да. Он просто издевается над нами. Бұл флешканы текшеріп көріш керек. Бұндан башқа вариант жоқ. Значит что, делайте что хотите. Мне уж и вот так. А қаяқтан текшересің? Вот так. Азыр, мен билем кайерден текшеришти. Эй, баспайсыңарбы? И... Что имел, не заберег, что любил, потерял, от того, что однажды от любимых сбежал.
Раз вы видите это видео, значит, я достиг своей цели. Во-первых, я должен извиниться перед вами, мои дорогие, что не был для вас хорошим отцом, как другие обычные нормальные люди. Увы, я всю свою жизнь посвятил погоне за деньгами. Я хотел заработать столько денег, чтобы у меня была власть. Потому что деньги дают власть. А эта власть мне нужна была ради вас, моих деток, которых я очень любил. Но, увы, на расстоянии. Я виноват перед вами. Я хотел вам дать образование. Там, за границей, настоящее образование, в Америке, в Англии. Но, увы, я оказался банкротом. Вы не злитесь на меня, хотя имеете полное право. Я знаю, что вы сейчас думаете. Вот, мол, зачем позвал? Вот. Издевается, что ли, старик? Нет, поверьте мне. Я очень хочу, чтобы вы услышали мое последнее слово. Я имею право. Даже человек, осужденный на смертную казнь, имеет последнее слово, право последнего слова. Вот я тоже решил воспользоваться, чтобы сказать вам, своим детям. Истину, которая, в общем-то, может быть даже банальна, но я ее вынес, усвоил ценой своей собственной жизни. Самое главное, вы должны иметь близких людей, которых вы любите, которые любят вас. Чтобы в тяжелые моменты вы могли опереться на них. И чтобы они нуждались в вас, ваши близкие. Я же многих предал, вас в первую очередь. У человека бывает испытания. Вот эти испытания слабый не может выдержать, он погибает. А я очень хочу, чтобы вы были сильными, чтобы вы выдержали любые трудности. И я хотел бы, чтобы мое слово вас в самые тяжелые моменты поддерживало. Вы вправе сказать, что я проигравший игрок. Я вот рылся вот в этом бардаке и случайно обнаружил один счет затерянный. Но вы знаете, это деньги, которые я заработал и отложил в один из европейских банков, еще когда мне не было даже 30 лет. Это абсолютно честные, чистые деньги. Я хотел бы, чтобы вы эти деньги приняли, разделили между собой. Если вы откажетесь, то эти деньги уйдут в детский дом или для престарелых. Мой адвокат вам детали расскажет. За вами.
Какие документы надо подписать? Вот это вот фонд, а это ваше. Можно ручку? Все подписали? Я осталась. Теперь прошу вас всех обратить на это внимание. Поздравляю вас. Вы сделали правильный выбор. А это уже была моя последняя для вас загадка. Единогласно подписав договор о переводе в благотворительный фонд, вы перевели $1 миллион. Как вы видели в обращении господина Акболта Теңізбаевича, он вас поздравляет, и я присоединяюсь к этому поздравлению, так как, перечислив $1 миллион в благотворительный фонд, вы становитесь обладателями наследства в размере $6 миллионов. Қанша? 6 миллионов каждому из вас. А что если было бы... Если мы приняли другое решение? Тогда то, что было завещено вам, перевелись бы на благотворительность. Откуда он знал, что мы так поступим? Он не знал. Но на этот случай было снято 2 варианта видео. А посмотреть можно? Какой смысл? Действительно.
Я приеду. Все будет хорошо. Да, 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 да. Ладненько. Алло, балам. Хорошо, хорошо. Я понял, да. Чого быстротко чіпповеліп бұл? Байке тартып алыңыз? Мақұл. Күрөштү кананыраак чалышат. Байке, менден айып кетсек, кечирип коюңуз. Кечирдим, братишка, кечирдим. Так, внимание. Приготовились. Улыбочку. Снимаю.